Ермаков, будолог, исследователь, будолог, опять Не же, будолог. неправильно сказать, да. Ну, а вот кто? Кто ты, Дима? Я просто практикую, исследую тибетскую культуру, в основном бен. Уникальный специалист по древней тибетской традиции, исконной, изначальной, до-буддийской, подчеркиваю, до-буддийской традиции бен. Мы все привыкли говорить бон, и отучиваться нам, наверное, может быть, и не надо. Но на самом деле, вот Дмитрий расскажет, что правильное произношение бен. Дмитрий много лет провел с выдающимися знатоками и носителями этой традиции, с Лапоном Тензином Намдаком, ныне здравствующим в возрасте 96 лет. 96 лет. Вот мы праздновали его 95-летие в Катманду. Катманду. Да, мы там с Димой познакомились в Катманду. И с не менее знаменитым учителем Дзогчена Намкаем Тензином Намдаком. Да, провел с ними время, переводил тексты. В общем, человек, погруженный глубоко и живо вот, в живую традицию. Спасибо. Добавишь. Я просто исследовал эту тему много лет, потом я написал книгу. Результат моих исследований, она вышла в 2008 году на английском. Вот. И это русский вариант. Это только первая часть на русском. На английском она была написана на тонкой бумаге, там порядка 900 страниц, она вся была такого размера. А в России вот напечатали вот так. Вот. И вследствие этого профессор Чарльз Рамбл из Оксфорда меня пригласил в Оксфорд в качестве, не знаю, как по-русски сказать, ассистент, помощника, да, и ассистента, да. И там я тоже учился с ним, тибетской культуры и так далее. Ну и помимо всего прочего, как Виктория сказала, уже много лет, с 89-го года я занимался буддизмом, и пеном с 95-го встретил Лапон Тензин Намдака в Амстердаме в 95-м году, и с тех пор вот, следую ему много лет. Вот. Давайте начнем, наверное, потому что на всякий случай. Будет его фотография? Я хотела взять. Здесь не будет. У меня есть на том компьютере. Вот у Карла есть. Вот. Ну, как вы видите, название этой презентации «Бен религии» во множественном числе не случайно, потому что Бен – это многосоставное, многоплановое, сложное религиозно-культурное явление, которое нельзя свести к какой-то одной традиции духовной или религии. Вот. И многие, конечно, этого не понимают до сих пор, даже в академии, и из-за этого возникает множество проблем, которые мешают исследованию Бона. И помимо всего прочего, это создает также проблемы в тибетском обществе. Это очень больной вопрос, потому что в VIII веке при привнесении буддизма из-за непонимания различия между разными традициями Бена произошли очень неприятные и плохие события в Тибете. Но я об этом расскажу в ходе чуть-чуть. Вот. Очень важно изучать Бен, отталкиваясь от бонских источников и не от буддийских. Почему? Потому что во множестве буддийских источников повторяются негативные стереотипы Бона. И, как вот сказал Дэвид Снеллгров, с которым мой учитель написал первую книгу о Бене на английском языке, «The Nine Ways of Ben», ее, по-моему, перевели на русский недавно, «9 путей Бона», где-то я видел здесь на русском. Ринчен Тензина команда, по-моему, ее перевели, или Арталама, я не помню. Есть два ламы у нас сейчас бонских основных в Москве и в Петербурге, Арталама и Гейше Ринчен Тензин. Вот. И Дэвид Снеллгров очень четко объяснил, почему
необходимо обращаться к боннской литературе. Для получения информации о полном спектре буддийской религии Тибета лучше исследовать не буддийскую, а бонпо-литературу, поскольку даже когда буддийские авторы не пытаются преднамеренно отчинять своих бонпо-соперников, их презентации небрежны и зачастую трудно понятны. Вот, так оно и есть. И множество неверных идей возникло и на Западе, и у нас тоже, потому что у нас были два исследователя в советское время, Лев Николаевич Кузнецов, Лев Николаевич Гумилев и Кузнецов, его ученик, которые тоже, у них не было доступа к бонпо-ламам, то есть недостаточно просто получить тексты, потому что в тибетской традиции информация передается двумя путями. То есть есть текстовый материал, а есть также так называемая устная передача, жалше по-тибетски, которая представляет ключ к пониманию письменного источника. И поскольку тибетский язык очень контекстуальный, его письменный текст без понимания, без знания определенных аспектов культуры и религии Бонна просто невозможно понять, потому что многие слова вообще вы не найдете ни в каких словарях, ни в Рерихе, нигде. Вдобавок, многие тексты используют также термины из языка шаншун, и старое написание бонпо-слов это просто невозможно. Если нет ламы, который имеет все это знание, понять правильно нельзя, а понять неправильно очень просто. И вот в связи с этим возникли многие такие мифы, например, о том, что Юндрен Бон, буддийская традиция Бона, использует, например, кровавые жертвоприношения. И на основе этого в VIII веке правительство Трицон Дицана, тибетского императора этого времени, в общем-то, начало культурную революцию. Но давайте об этом позже, я к этому вернусь еще. Упс, он не показывает тибетский текст правильно. Ну ладно. Этот значок, птичка, она должна быть над буквой Б. Даже здесь уже не скажи. А потому что здесь не установлен шрифт. Я поэтому и принес свой компьютер. Ну ладно, у меня нет больше здесь тибетского шрифта. Вот. Насчет этимологии термина «бон». Многие считают, что «бон» возник от глагола «бомпа», который означает «начитывать мантры». Многие западные исследователи почему-то считают, что «бön» восходит к сагдийскому слову «бün», которое обозначает «дарму». Его использовали для перевода слова «дарма», когда переводили буддийские тексты на сагдийский язык. Вот. Но на самом деле «бön» звучит очень по-разному на разных языках тибетского плато. На языке шаншун два основных слова – это «х» и «джер». Миньяк, который вы, наверное, знаете как тангуты, которых в свое время полностью уничтожил Чингисхан в XIII веке, до XIII века у них был распространен бön различных течений. На этом языке бön звучал как «рогро». И друша или гельгит, друша – это тибетское название гельгита, я тут на английском оставил, извините, называется рунгмар. Он был известен как рунгмар. Вот, поэтому сложно сказать изначально, откуда это слово возникло. Возможно, глагол «бомпа» возник от слова «burn», и какое действительно изначальное значение было, сказать на данный момент сложно, так что это просто такое вступление небольшое, чтобы представить вам... ну, здесь тоже. Ну, ладно.
значение слова бön. До прихода буддизма из Индии в VIII веке в Тибете использовались два слова бön и чö попеременно. Хотя чё, то есть они являлись синонимами. Чё часто использовалось в смысле более ритуальных традиций, а бön более по отношению к медитативным и различным магическим традициям. Вот. В VIII веке, когда появился индийский буддизм, буддийские переводчики сочли необходимым проводить четкое разделение между бöном и буддийской дармой, и они взяли слово че и стали переводить слово дарма словом че. Но изначально это бонское слово, и оно используется до сих пор во многих бонских традициях. Например, хлабön и хлаче являются синонимами, и они представляют традиции медиумов хлапа, сейчас которые сохранились в Тибете до сих пор. В плане значения семантического поля слова бön, оно достаточно широкое, оно может обозначать религию, религиозную доктрину, закон, феномены, явления, сущностную природу существования, бытия, и также практикующего любую бомпу традицию. В традиции Юндрун бön, которая исходит от центральноазиатского Будды Тампашин Раба, бön встречается во многих составных терминах, таких как бöni, эквивалент санскритского дарматы, например, и бönku, эквивалент дармакая. Сейчас мы подошли к разным видам бона. Это очень важный момент. Вот. В традиционных источниках, письменных источниках бонских разделяются три основных течения бона. Не религиозные традиции, а течения, потому что в каждом течении могут быть разные подтрадиции, особенно в первой традиции доми бön. Доми бön – это доисторический бон Шангшунга, Тибета, Центральной Азии и даже Сибири. Вот. Доми это по-тибетски означает изначальный, самый первый. Я перевожу как доисторический, потому что этот тип бона возник до начала истории в Тибете. Начало истории Тибета датируется примерно 6, 7, 8 веками нашей эры, когда появились первые письменные источники, или когда мы находим письменные свидетельства о событиях, происходивших в эти времена, в особенности в коллекции Дунхуаня, текстов Дунхуаня. Вот. До этого считается, что в Тибете не было истории. Но я объясню, почему позже. Вот. Доми бön представляет собой очень разные традиции, мы это разберем более подробно позже. Вот. Второй тип бöна – это Юндрун бön, также известен как Нингма бön или Старый бön. Это учение, исходящее от центральноазиатского Будды Мурата Хена, который в Тибете известен под именем Тампашин Раб Мио. Вот. В широком смысле этого слова Юндрун бön – это буддийское учение, которое по всем параметрам, в принципе, может быть сравнено с дармой Шакьямуни, за исключением того, что оно в соответствии с традиционными бонскими источниками появилось намного раньше, чем Шакьямуни, чем дарма Шакьямуни. Вот. Бон Сарма – это новый бон, который появился в VIII веке нашей эры по приказу 37-го тибетского царя Трисонгдитсона. После того, как бон подвергся серьезным гонениям,
Традиционный Дицен заболел. По традиционным бонским источникам говорится, что бонские махасиди и защитники наслали на него болезни, он изменил свое отношение. И была такая великая йогиня Чозабалмо в Центральном Тибете, которую он попросил позвать обратно изгнанных из Тибета бонских мастеров. И когда они вернулись, он издал эдикт, просящий практиков практиковать обе традиции одновременно, Бön и Юндрен Бön и буддизм. Тогда были составлены такие синкретические тексты. Эта традиция практиковалась очень недолго, и ее спрятали как термо. Термо – это скрытые, сокрытые тексты, которые были спрятаны в различных местах, в горах, там, в статуях, в храмах, и потом они постепенно открывались тертонами. Тертон – это открыватель такого секретного учения, у которого была предыдущая кармическая связь с ним. Вот это открытие произошло, начали происходить новые бона в XIV веке, и она очень сильная, эта традиция распространилась в Восточном Тибете, особенно в провинциях Кам и Намдо, и до сих пор ее там практикует много людей. Вот эти три предыдущие классификации бона мы находим в традиционных бонских источниках. Я добавил четвертую, смешанный бон. О ней нигде не говорится, но эта традиция, этот вид бона, не традиция, вид бона существует. И в нем мы находим смесь всех трех видов бона в различных пропорциях, и часто туда интегрированы, добавлены элементы других религий в зависимости от географического ареала распространения. Например, в Гималаях это больше индуизм. Если мы говорим о каких-то регионах Китайской Народной Республики сейчас, которые находятся в Китае, это может быть таоизм, религии гималайских племен и даже сибирские религии сибирских аборигенов. А также существует так называемый мирской бон или гражданская религия. Не знаю, я правильно перевел или нет. Civic religion. В общем, не совсем. Это собрание, как сказать, собрание определенных социальных установок и ритуалов, не связанных напрямую ни с какими религиозными действиями. Там, например, как открывать сезон посева там, и так далее и тому подобное. То есть там эту традицию можно найти вот в Мустанге, Дальпо и так далее в регионах тибетского пограничья. Ее изучал Чарльз Рэмбл, мой учитель, профессор. И она описана в деталях в его книге «Пупок демоницы» «The Neville of Demoness». На нашей территории Российской Федерации существует также традиция смешанного бона. Она называется Боа-Мургел. Это традиция монгол-бурятская с берегов озера Байкал. Она, соответственно, распространена тоже и в Монголии. Но источник ее находится в Баргузине. Баргузин – это прародина всех монголов, об этом написано в сокровенной истории монголов. В древнее время она называлась Иргонукум. Еще одна интересная традиция смешанного бона – это религия народа Наси. Я обычно произношу Наки, но здесь в русских источниках пишется Наси. Из Юнани в КНР. Мы к этому вернемся позже. Вот. Так, сейчас давайте рассмотрим ошибочные классификации бона, которые мы находим в тибетских буддийских текстах. В основном они исходят из одного текста, на самом деле, который был написан ламой из традиции Дригун Каджу по имени Джиктен Гампо в XII веке.
12-13 веках. И потом оттуда ее скопировали везде. Она цитируется бесконечно вплоть до 21 века. Ее везде повторяют. Вот. В этой традиции он рассматривает все тибетские религии, которые разделяются на Нангваче. Нангваче – это благая Будда-дарма. Нангпа на самом деле дословно на тибетском означается, как по-русски перевести, инсайдер, традиция, внутренняя традиция. И Чипибон. Чипибон – это внешний бон, или можно перевести как еретический бон. Под этим подразумевается, под чипа по-тибетски подразумевается мутеква. Мутекпас. Мутекпас – это тибетские слова для еретиков, всех небуддистов, любого вероисповедания. Вот. Этот чипибон он разделяет на долбон, явленный бон, чарбон, вторичный бон, и тюрбон, трансформированный бон. Из двух традиций этой триады, явленный бон и трансформированный бон, вытекает черный бон и белый бон. Накбон, нак из черный бон, кар и по-тибетски из белый бон, и чабнак и чабкар. Чаб это белый бон черных и белых вод. Вот. Но эта классификация исходит из полнейшего непонимания различных традиций бона и сваливает все в одну кучу. Соответственно, под белым боном понимается учение, плагиат Будда-дармы индийской, которые якобы Бомпа скопировали с буддийской дармы и поменяли все имена там божеств, все названия и так далее, но оставили все как будто бы, как это было в Будда-дарме. По черным бонам понимаются различные ритуалы черной магии и тому подобное. Вот. Намкаанорбу Ринпоче и многие другие более современные исследователи, которые не предвзято рассматривали и старались изучать бонскую религию, пришли к пониманию, что эта классификация абсолютно неверна. То есть это в основном буддийский лам, потому что Бомпа, естественно, так не считают. Что интересно. Вот. И Намкаанорбу пишет: похоже, такие термины, как явленный бон, вторичный бон, трансформированный бон, были придуманы буддистами в соответствии с их суждениями и методами классификации бона, поскольку, как стало известно, эти названия никогда не использовались в этой традиции ни на каких этапах ее истории, а также они не соответствуют содержанию ее учений, что так и есть. Вот. А сейчас давайте кратко посмотрим возможные способы пути распространения доисторического бона и юндрун бона в тибетском плато и Центральной Азии и Сибири. Слева вы видите карту распространения доисторического бона. Я извиняюсь, что они черно-белые, я просто выдернул их из этой книги, у меня не было свободных цветных. Вот. Действительно, географический источник доисторического бона невозможно определить, но из более поздних времен, которые все равно находятся в промежутке тысячелетий до нашей эры, можно просмотреть обмен различных религиозных идей, ритуалов, которые происходило между Центральной Азией, особенно регионами Байкала и регионом Сумпа в Тибете. Сейчас он не существует, потому что его захватили тибетцы в VIII веке, но давным-давно там проживали монголоидные народы, которые мигрировали оттуда туда из Великой Тибетской степи. Идеи и
ритуалы, различные ритуальные техники доисторического Бона распространялись с миграцией народов и по торговым путям. Например, был Великий Нефритовый путь торговли между Китаем и Байкалом, когда из региона Байкала в Китай доставлялись меха, например, а в регион Байкала доставлялся нефрит и подобного рода предметы. Мы можем это с достоверностью сказать, потому что найдены нефритовые зеркала в регионе Байкала. Вот. Поэтому, если посмотреть на эту карту, видно, что основной узел распространения доисторического Бона находился в Восточном Тибете. Если мы посмотрим направо, на карту, которая представляет распространение Юндрум Бона, здесь все как раз наоборот, потому что физический, географический источник Юндрум Бона нам известен из бонских текстов. Это страна Такзик, которая находилась на северо-запад от горы Тисе. Тисе – это бонское название горы Кайлаш. Где-то, возможно, в Памире и в Центральной Азии. Там родился Будда Тампашенрап, и оттуда учения распространились на тибетское плато через Памир, Ладак, Гильгит и пришли в страну Шангшун, центр которой, все основные столицы находились в Западном Тибете, который сейчас известен как Ngaри-Корсун, регион Ngari-Корсун, регион вокруг горы Кайлаш. Тибет как таковой до VI века представлял собой вассальное государство, которое занимало только два центральных района современного Тибета, две провинции У и Цан. Давайте теперь рассмотрим более детально доисторический Бön. Что такое доисторический Бön как вид различных религий? Это конгломерат различных религий, которые многие западные и русские ученые называют народной или фолк-религией. На тибетском он часто называется хлаче, и его практикующие, в основном медиумы, называются хлапа и хлама, или пао неджимо. Есть и мужчины, и женщины, практики этих традиций. Но, строго говоря, хлачо – это только один вид доисторического Бона. Мы находим интересную информацию о традициях доисторического Бона до 8 века нашей эры, которые записаны в ритуальном тексте Сипа Чидо. Там практикующие эти традиции, представлены как, можно сказать, враги Бона, которые принес Тампашенрап, Юндрум Бона. Они вступали в противоборство, в магическое в том числе, с практиками Юндрум Бона, которые мастера Юндрум Бона назывались тогда Шен. И вот эти традициями были Донбон. Донбон в основном практики Донбона в основном занимались насыланием или отвращением провокаций негативной энергии, исходящих от разных типов существ. В Тибете есть разные классификации, их очень много. Есть 8 хласин-дедже, и есть 33, там огромный список их, различные типы богов и духов, которые живут на небесах, в промежуточном пространстве Барнанг, в земле, под землей, в водах и везде. И все они обладают различными силами, их очень просто разгневать, и если к ним неправильно относиться, они насылают различные болезни, препятствия, землетрясения, все что угодно. Вот, поэтому необходимо знать, как с ними обращаться.
Упс. Второй тип доисторического бона, Dödbön, в основном занимался, связан с практиками умиротворения Död. Död – это небесные демоны, которые можно так сравнить, не совсем точно, но так относительно, с асурами индуизма и даевами индоиранских религий, а также с определенными типами тенгери, Боамургела и вообще в общем тенгризма. Они выступают как существа черного цвета с могущественными силами, которые насылают различного рода препятствия, болезни и так далее. Эти практики занимались умиротворением вот этих существ. Другая традиция, еще одна, это Дурбен, в основном занималась ритуалами, похоронными ритуалами умиротворения умерших, введения умерших к более высоким уровням бытия, перерождения и тому подобное. И защиты, в том числе защита живущих от негативности, которые могут насылать умершие, если они не пошли по правильной дороге и превратились в злокозненных духов. И другой еще тип доисторического бона, Сибен, в основном практики этого бона занимались тем, что они делали ритуалы для поддержания поколений, то есть поддержания различных аспектов долголетия, деторождения и тому подобное, чтобы обеспечить продолжение рода и племени. Вот. Ценбон, забыл. Ценбон – это ритуальная традиция, которая в основном работала с духами Цен. Цен – это горные духи красного цвета, очень гневные, и ими в основном становились духи царей или воинов, убитых в битве, и вообще люди с таким жестким характером. Очень опасные духи. А теперь давайте рассмотрим хлапа, традицию тибетских хлапа. Здесь вы видите два типа, один мужчина, другая женщина. С правой стороны эту фотографию мне дал Чарльз Рамбл, это хлаба и изамдо, медиум. Это традиция до сих пор существует в Тибете, но не в чистом виде. Она сейчас принадлежит традиции смешанного бона. Там много элементов до исторического бона. Практики этой традиции общаются с различными духами и богами, занимаются целительством и предсказаниями, они являются оракулами. Как такие традиции могли возникнуть? Они, скорее всего, возникали, когда определенный класс богов или демонов выбирали человека с определенными характеристиками тела, речи и ума и вступали с ним в контакт через транс, обучали определенным методом, давали им информацию и знания различного рода, включая даже, например, когда сеять зерновые, там, куда идти на охоту и тому подобное. Вот. И таким образом была основана традиция, которая передавалась через поколение в поколение. Те же самые духи выбирали следующее поколение хлапа, и знание передавалось двояким способом. С одной стороны, живущими хлапа, которые были учителями этого нового поколения, а с другой стороны, тоже напрямую через транс. Подобные методы, естественно, мы наблюдаем у нас на территории Российской Федерации в Сибири, ну и вообще, в принципе, по всему миру.
В более поздние времена, после прихода в Тибет Юндрумбена, традиции хлапа в основном обратились в Юндрумбен. Как говорит мой учитель Апонте Динамда, к 8 веку практически остались только какие-то единичные случаи в различных регионах. Но с приходом тибетского буддизма они опять возродились и присоединились к различным школам тибетского буддизма. Например, все, наверное, знают оракула Далай-ламы. Слышали, наверное. Вот это типичный пример вот этой традиции. В Юндрумбене сейчас транс не используется в настоящее время. У них были там определенные традиции, связанные с богами Драбла, которые были переданы Тампа Шинрабом, но эта линия прекратилась, и традиция перешла в буддизм. Буддисты использовали ее для вхождения в транс со своими собственными защитниками учения в основном. А почему они оказались в таком окружении из злых духов? Откуда такой акцент? Кто? Вот традиция Бон, да, изначально. То есть откуда идет акцент на вот эти мириады злых духов? Они не обязательно злые, это просто дуд злые, цен злые. Есть множество, например, богов богатства, ча и так далее, которые абсолютно не злые. Они позитивные боги долгой жизни и так далее. Там из 4 традиций 3 было про умиротворение злых. Да, демонов. потому что это как раз аспект, который всех беспокоит больше всего. Вот, например, нашлют что-нибудь типа ковида, и вот потом разбирайся. Если знает кто-то, как эту проблему решить, соответственно, у них соответственный статус в обществе. Естественно, были традиции Чабон и так далее. Я просто о них не говорю, потому что они не описаны в этом тексте. Этот текст относится к древним временам, поэтому как бы в нем эти традиции описаны, и я их упомянул, потому что я не могу обо всех традициях сейчас говорить, у нас нет времени. В Пони существует, я не знаю, сколько этих традиций, бесконечное количество. В разных регионах и в разных временных отрезках были разные, которые появились и исчезли, о некоторых мы знаем, некоторые еще живы, а некоторых мы даже и не знаем. Так, теперь давайте перейдем к традиции Юндрумбен. И чем она отличается от доисторического Бена? Юндрумбен или Друнгмунджер, как она была известна в стране Шаншон, это религия свастики или нескончаемый бен, нескончаемое знание. Это доктрина центральноазиатского Будды Муратахена, известного в Тибете как Тампа Шинраб Миво, который проявился где-то в регионе, в Памирском регионе в далекие времена. Юндрун в названии этой религии означает свастика, бомба-свастика. Бомба-свастика вращается, по нашему понятию, налево. Вот. И свастика как символ до Гитлера, естественно, была... Это был очень позитивный символ, потому что он во многих традициях солярный символ, он связан с Солнцем. Солнце, естественно, абсолютно необходимо для жизни. И свастика известна во многих древних религиях Евразии, включая ведические религии, такие как различные традиции индуизма, джайнизм, буддизм и так далее. Там в основном свастика вращается, по нашему пониманию, направо. Вот. Каков же символизм бонской свастики? Но сначала давайте разберемся с символизмом свастики, которая вращается по часовой стрелке. Она представляет вращение Солнца вокруг Земли, как мы его наблюдаем.
и является символом добра, правды, истины, благополучия, поскольку она отражает естественный порядок вещей и явлений, как они происходят на нашей планете. Свастика, которая движется против часовой стрелки, символизирует возвращение к истоку, к изначальному состоянию в Юнденбоне, изначальной природе ума. Оба типа свастики мы находим на древних археологических памятниках, связанных с глубокой древностью, такие как оленные камни, например, которые мы находим в Сибири, в Тибете их много, каменные стелы в Амдо, даже в Западном Тибете. С точки зрения Бэмпа, эта свастика на самом деле вращается направо, потому что по-тибетски говорится «е-кор». «Е» – это право, а «кор» – это вращаться. Что если вы посмотрите на как называется по-русски, руки, да? Руки свастики, на самом деле они указывают направо. Для нас кажется, что она вращается налево, у Бэмпа восприятие, что это право вращающая свастика. 5 цветов символизируют очищенные элементы, 5 мудростей, 5 семейств Будды и так далее. И слоги, которые вы видите написанные здесь, это на языке Шаншунга, на письме Шаншунга, Марчен. Эти слоги возникли из пепла учений, которые сжег демон Кяпа-Лагрин, который проник в дворец Тампа-Шинраба, пока он был в отлучке по другим делам, и сжег все учения, устроил огромный пожар. Когда Тампа-Шинраб вернулся, он через его медитацию из этого пепла возникли вот эти 5 семенных слогов, и из них магическим способом все учения восстановились. Это вот миф бонский. В Юнденбоне существует бесконечное количество различных циклов в прошлом и в будущем, потому что здесь космология похожа, то есть такая же, как в индийском буддизме и в общем, как в индуизме, тоже рассматриваются огромные космические циклы в разные времена, которых возникают различные Будды в различных мирах. До Тампа-Шинраба в этом цикле возникло на нашей планете 7 Будд до него. Вот здесь написаны имена, я не буду вам их читать, вы можете прочитать со слайда. Хочу обратить ваше внимание на 3 последних Будды. Это 3 брата, которые достигли состояния Будды или просветления в измерении Сипа-Исан. Это типа Жинкам, по-тибетски чистая земля, измерение высших бодхисаттв, где они достигают состояния Будды. Вот. 3 брата были Томпача Джалинкен, предыдущий Будда, который проявился и дал учение предыдущего цикла Бона. Его тогда звали Дагпа или Чистота. Будда нашего современного текущего цикла Тампа Шинрап Миво был известен как Салва или Ясность. И Будда будущего, который проявится после того, как наш цикл Юнденбона закончится, его звали Томпа Тагмамидром или Щепа знания. Когда 30-тысячелетний цикл современный Юнденбона закончится, продолжительность жизни людей сократится до 10 лет, в текстах так говорится, и тогда проявится Будда будущего. Будда Дагпа проявился, когда продолжительность жизни людей составляла 1000 лет, и Тампа Шинрап проявился, когда продолжительность жизни людей составляла 100 лет. То есть вот такая
градация. А чем короче жизнь, тем счастливее человек. Я сомневаюсь в этом. Можно это рассматривать буквально, или это можно рассматривать как ускорение. Например, мы все сейчас наблюдаем ускорение жизни сумасшедшее. Сейчас вот все эти новые технологии и так далее. Люди бегают как сумасшедшие. Не обязательно значит, что жизнь действительно реально сократится до 10 лет. Может быть, я не знаю. Ну, возможно. Но факт заключается в том, что мы можем наблюдать сильное ускорение сейчас жизни. И, естественно, качество жизни от этого не улучшается, несмотря на все наши технологии. Вот система, она как с Кали-югой действует. Сначала Да, это параллельно. Это параллельно, да. То же самое в Калпуране насчет сокращения очень существенного жизни, цикла жизни. Ну, Да, до 10 лет. Да. Вообще Юндрумбон связан напрямую с протоиндоиранской культурой, из которой вышел зороастризм и различные традиции индуизма. Корень всех этих религий где-то там находится, поэтому у них много общих аспектов и моментов. Это не значит, что Бомпа скопировали все с индийского буддизма, потому что у них это все уже было до того, как буддизм был привнесен в Тибет в 8 веке. Ну, там цикл, вы сказали, 3000 лет. 30 тысяч. 30? Да, я сейчас это объясню. Мы переходим более к доктринам Юндрумбона. А мы пока живем по этим циклам где-то посередине. Да? Тапашин Раб, извините, родился по традиционным источникам в 16017 году до нашей эры. Соответственно, мы где-то сейчас мы находимся в году 18038 цикла. Соответственно, у нас еще более 12 тысяч лет этого цикла Боннова присутствует. Так что Первого или второго? Второго. Так, а теперь давайте кратко рассмотрим Тампашин Раб Миво. Тампашин Раб Миво – это Будда нашего современного цикла. И он родился в 15-й день первого месяца года мыши, который, вот как раз вы уже задали вопрос до этого, который соответствует 16017 году до нашей эры. Его родителями были царь Мибон Хлабон Джалбон Токар и царица Мичи Хлачи Джалжема. Он родился в дворце Барпосодже, который находился в южной части страны Олмолорин, центрального региона страны Такзик, которая находилась где-то в Памире, как я сказал, в Центральной Азии. Есть путаница по поводу этого Такзига, я сейчас отступление лирическое сделаю, поскольку есть два Такзига, и они пишутся по-разному. Один Такзиг пишется Такзик, что переводится как тигр и леопард. Это относится к иранским народам на запад от Шаншунга. А второй Такзик, где родился Тампашин Раб, пишется Тазик, означает воззрение за пределами. Это страна, которая вот находилась в регионе Памир. Лапонтензи Намдак говорит, что она находилась в нашем мире, но не совсем на этом физическом измерении. То есть есть параллели с Шамбалой индийской. И в соответствии с боннскими текстами Шамбала считалась одним из регионов Такзига. Вот. Тампашин Раб, поскольку он был уже просветлен до своего рождения на земле, начал передавать учение немедленно. И в традиционных Бомпа-текстах есть три версии биографии Тампашин Раба, короткая, средняя и длинная. В некоторых из них говорится, что он жил 82 шен-года. Что такое шен-год? Шен-год составляет 100 человеческих лет. То есть в соответствии с этими текстами он должен был жить
8200 лет. Да. Вот, в соответствии с этими расчетами он ушел в Нянген-Ледепа. Нянген-Ледепа – это Паринирвана по-тибетски, в 7818 году. Естественно, современные ученые не могут такую датировку принять. Вот, и поэтому многие ищут различные другие объяснения и проводят различные другие вычисления, чтобы установить дату рождения Тампа Шинраба. Например, в соответствии с Намкай Норбу Тампа Шинраб родился в 1917 году до нашей эры. Как он пришел к этому заключению? Потому что он использовал даты жизни другого бонского святого Лишу Тагринга, который жил 2500 лет сам тоже. Поэтому, если с академической точки зрения рассматривать, это соответственно, тоже для академиков неприемлемо. Тем не менее, если мы рассматриваем эту систему, то Тампа Шинраб был более или менее современником династии Ся в Китае. Современные бомпо, различные бомпо ученые тоже рассматривают этот вопрос с разных углов. И, например, настоятель монастыря Тританарбутса Кемпотен Пайни Юндрум, когда мы с ним этот вопрос обсуждали, он утверждал, что за историческую дату нужно принимать паринирвану Тампа Шинраба, и что он, скорее всего, жил нормальные 82 года, и, соответственно, если мы отсчитываем 82 года назад от паринирваны, мы получаем 7900 до нашей эры. Таким образом, он получается современником дохарабской цивилизации залива Камбэй, который через радиоуглеродное датирование датирован 7500 до нашей эры. Вот. Это так я коротко. Там эти дебаты, соответственно, продолжаются. Есть и намного более ранние даты Тампа Шинраба в соответствии с другими текстами, но я это не буду приводить, потому что об этом можно разговаривать очень долго. Вот. Здесь коротко мы рассмотрим Олмо Лонринг. В центре вы видите гору Юндрумбо, она называется Юндрумгуцек, пирамида 9 свастик. Она окружена 8 дворцами. Вот в нижний дворец это Барпо-Содже, где родился Тампа Шинраб. Дальше это была огромная страна с множеством различных рек, озер. Поскольку здесь это представлено в виде мандалы, не принимайте все очень буквально, что все было квадратное. Это просто географическое такое традиционное тибетское представление. Вот существовало множество регионов, в которых Тампа Шинраб учил везде, и откуда он направился в Тибет. В Тибет он направился весьма интересно. У него был такой оппонент, демон по имени Чапа Лагрин, который жил в регионе Кампо в Тибете. Лагрин означает «длинные руки» с тибетского. Вот. Он был очень, очень такой неприятный персонаж. Он и его сыновья все время чинили препятствия. И в один момент, когда Тампа Шинраб отсутствовал, был где-то в регионах Олмо-Лонринга, Кяпа Ларинг проник в виде жителей страны Олмо-Лонринг со своими сыновьями в центральную часть и украл оттуда лошадей Тампа Шинраба и увел их в Кампо. Тампа Шинраб вернулся, естественно, и пошел за ним в погоню не потому, что ему были лошади нужны, а потому что он использовал это как предлог для того, чтобы принести учение Юндрумбона в Тибет. Как вы видите, Олмо-Лонринг со всех сторон окружен непроходимой цепью снежных гор. Чтобы через них пройти, Тампа Шинраб выстрелил из лука стрелу, и образовался такой далам по-тибетски, путь стрелы. Образовался туннель,
через эти горные вершины, по которому он проник в Тибет. По этому проходу есть такие анекдотические свидетельства древних мастеров, которые уходили в Уолмалунринг еще в не таком далеком прошлом. Вот. Тампа Шинрап проник в Тибет, в Кампо, и там он начал давать первые учения Юндрумбона первого уровня, которые мы сейчас и рассмотрим. Да, вот необходимо сказать пару слов о объектах прибежища текущего цикла Юндрумбона, который, как я уже сказал, будет продолжаться 30 тысяч лет и разделяется на 3 периода. Период учений тела, Куи-темпа, период учений речи Будды, Сунги-темпа, и период учений ума Будды, Тучи-темпа. Цикл закончится в 13983 году. Вот, да, кстати, нашей эры нельзя сказать, я не знаю, что сказать по этому поводу. Вот. Основные объекты прибежища этого цикла – это 4 главных или героических Будды. Хламо-Сатри Кирсан, которую вы видите слева, желтая, это женское воплощение Будды, богини мудрости. Хлачен Шинлаокар, который является корнем всех идамов. И Сипа Сампо Бунтри. Шинлаокар, вот второй, здесь он держит крюк, специальный крюк такой для поимки людей и введения их на путь Дharмы. Следующий это Сипа Сампо Бунтри, который является символом потенциальности изначального состояния. Он часто связан, он фигурирует в ритуалах долгой жизни и богатства и так далее. Извините, а можно еще раз Да. женской поставить Будда, она что делает? Это богиня мудрости, она связана на уровне бонских сутр. Сутра не совсем правильное слово для этого уровня учения. Мы к этому сейчас придем. Она связана с корпусом учений, который эквивалент буддийских правильных параметров сутр, например. А также от нее исходят линии учений Дзогчена. Я об этом. Нет, крюк у Шинлаокара. Она выступает, есть разные, здесь не очень хорошо видно. Иногда слева должна быть цветок со свастикой, вот который мы видели, с бонской свастикой, которую мы видели ранее. Справа будет у нее зеркало, которое является символом изначального состояния ума. Вот, и 4-й Будда здесь это Тампа Шинрап. Он здесь изображен в возрасте 8 лет, синего цвета, цвета неба. Небо символизирует опять изначальное состояние ума. И такой весьма специфический момент, который важно объяснить, что все эти четыре манифестации, они являются формами Тампа Шинраба, включая женскую. То есть они все проявились из природы его ума и для выполнения различных функций учения. Этого многие не понимают и рассматривают их как каких-то внешних богов, которые появились откуда-то из других измерений или, как бы сказать, диктен, мирских миров на других измерениях. Нет, они все проявились из изначального состояния Будды Тампа Шинраба. 3, соответственно, Хламо-Сатри Кирсан, Хлачен Шинлаокара и Сипа Сампо Бунтри являются формами дзоку, что соответствует санскритской самбогакае. И Тампа Шинрап это Чулку или Нирманакая. Он физически проявился на
на физическом плане, на этой планете. Сам Богакаю формы напрямую могут только общаться очень развитые практики и, соответственно, Будды сами. Кратко, древо прибежища традиции Йондренбон в соответствии с традицией монастыря Ташименри. В центре... Не очень четко видно, к сожалению. Ну ладно. Центральная фигура здесь, это Нямеши Рабджалцен, он жил в XIV веке и произвел реформу монастырского бона. В XIV веке было множество конфликтов в Тибете, и все тибетские традиции стали амальгамироваться в монастырях, потому что монастыри выглядели как крепости, и там было проще сохранять учение. Он был современником Цонгкапы, основателя традиции Гелук, с которым они встречались, у них были дебаты, и оба, никто не выиграл по записям, по текстам. Оба были признаны Рамджампа. Рамджампа – это высший титул мастеров диалектики буддийских учений, обоих, Бомба и Будда-Дхармы. Вот. Над Нямеши Рабджалценом три линии представляют линии сутры, тантры и дзогчена, трех основных разделов учения Йондренбона, о которых мы сейчас после этого слайда поговорим. Налево, в верхнем левом углу, видите 9 буд Йондренбона, нашего цикла, о которых мы только что говорили. В правом верхнем углу Тампашин Раб в окружении учеников изображен. Под 9 Буддами мы видим тантрических хидамов Бона и различных бомба-махаситов, которые называются по-тибетски Друптоп. Под учениками Тампашин Раба мы видим различных кандро или дакини, просветленные манифестации, различные эманации Будды ума. И внизу мы видим, в самом низу, защитники учения Йондренбона. С правой стороны мужские защитники и слева женские. Основная, самая главная защитница Йондренбона это Сипи Джалмо, женская манифестация. Здесь плохо видно, мне, к сожалению, я не вставил слайд, но я, может быть, найду потом, если будет время. Вот. Сейчас давайте поговорим чуть-чуть о стране Шангшун, в которой Йондренбон был распространен до Тибета. Это была огромная империя, состоящая из 18, конфедерация из 18 племен, которая покрывала все тибетское плато. И Йондренбон в особенности являлся государственной религией этой страны. Тибет во времена Шангшунга, во времена позднего Шангшунга, являлся вассалом и занимал только две центральные провинции современного Тибета, которые называются У и Цан. Здесь вот видите, там внизу. И огромный регион Шангшунга был тоже Сумпа, это конфедерации протомонголоидных племен. Это просто чтобы дать вот как бы перспективу распространения более-менее на тибетском плато. По отношению к Индии, Китаю, вот видите, Такламакан, пустыню на севере, где тоже, кстати, Йондренбон был распространен. Шангшун обладал очень развитой культурой, своей письменностью, языком и так далее, что отрицается буддистами в основном. Вокруг горы Кайлаш
Эта печать хранится, она сделана из метеоритного железа, она хранится в монастыре Менри Сарпа в Индии, куда была вывезена ламами, когда они покидали Тибет во время вторжения китайского вниз. В Доланде, да. Вот. Справа вы видите мантру Сатри Кирсан, о которой мы только что говорили, женской эманации Будды, записанной письмом Шангшунг Марчень. Под печатью это отрывок из материнской тантры Бона, Мадью. Это билингва, чем он особенно интересен. Потому что здесь пассаж написан на письме Шангшунг Драгик, а под ним перевод на тибетском, на тибетском письме Уме. Вообще существует несколько таких билингв, в которых шаншунские тексты и тибетские мы находим вместе. Вообще все тексты бонские, по крайней мере, имеют титул оставлен на языке оригинала или в тибетской транскрипции, или на каком-нибудь письме страны Шаншунга было много. Говорят, что некий тибетский лама написал, специально создал письменность для монголов с целью как бы консолидации во времена Хубилая. Да. Да, это что было за письменность? Ну, это считается фактом научным? Да, она, кстати, отчасти, это научный факт, она отчасти основана на письме Шаншунг, кстати, если вы посмотрите. Это был Сакья Пандита, это письмо использовалось для записи монгольского, китайского и тибетского языков и для консолидации империи Хубилая хана. На этом письме записывались эдикты Монгольской империи, грубо говоря. Вот, да. Если посмотреть вот на это в левом нижнем углу, это письмо весьма напоминает Шангшунг Марчен. Какая-то домонгольская, ну такая не до, а древнемонгольская письменность, она была вообще? Была, потому что об этом говорится в отчете одного китайского бюрократа, который ездил во Вьетнам в древние времена. Он вернулся и сказал: вьетнамская письменность весьма похожа на письменность хунну. Это единственное, что мы находим в письменных источниках. Но поскольку хунну были кочевыми народами, естественно, записывали они, может, на коже, я не знаю на чем. Это все материалы, которые исчезли. Интересно, что, например, была письменность руны, которые все в основном связываются с Скандинавией. На самом деле источник рун находится в Великой Степи, и стоят камни, вот у нас в Бурятии стоит и Волгинский камень, и камни Кюльтыгина, они все записаны рунами, например. Было множество различных письмен, просто пропаганда существовала всегда, и победители пишут историю. И, естественно, если цивилизация исчезла, или она представляла какую-то там культурную, политическую, религиозную опасность для доминирующей культуры другой страны, то ее всегда принижали. Китайцы всех же считали варварами, включая Индию, например. Поэтому такой естественный исторический процесс. Но получается, монголы, они вот как политический субъект, они сформировались под кураторством тибетских лам. Нет. Нет? Нет. Мы называем монголы, то, что мы называем монголами. Ну, та письменность, которую они как бы. Монгольская письменность времен Чингисхана была создана по приказу Чингисхана. Был такой у него Тангут Тататунга. И он ему сказал: мне нужна письменность. И
бедный парень не знал, что сделать, он знал несколько языков, он взял сагдийское письмо, перевернул его вертикально и стали записывать монгольский язык таким образом. Понятно. Но монголы существовали задолго до монголов времени Чингисхана. Ну да. Существовали протомонгольские народы, Хунну, Сямби, Ну, а Жужань. организованной силы не было. Были империи, империя Хунну, империя Жужань, империя кыргызов. Кыргызы, извините, это индоевропейские тогда были. Ну Это да. сейчас они выглядят монголоидами. Тогда они выглядели блондинами с голубыми глазами. Было Но множество. такой мощи военной организации не было до того времени. Да как же, Хунну вторглись в Китай, захватили весь Северный Китай. Ну, Китай регулярно завоевывается, его легко завоевать. Да, А Чингисская Орда, она прицельно пошла на багдадский халифат. То есть это... А в то время мусульмане были наиболее продвинуты в части... Но это мы говорим о стратегии 14 веке. Я говорю о Хунну, которые Ну да, я до нашей эры. О Чингизидской Орде, то есть 13 век завоевали Да. Багдад. Ну да. Это Орда, эти монголы Да. и монголы Хунну связаны. Они Ну не да. назывались монголами, по-тибетски они все называются Сокпо. Мгм. Ну, А, хорошо. Или Сумпа, которые, как я показал, они еще жили тоже в регионе Амбо. Окей, мы отвлеклись совсем. Ну ладно, потом. Ну, спроси. Я просто про письменность Ага. хотела. Она вполне сейчас читаема вообще, ею владеют? Естественно, потому что существует без шаншунгско-тибетского словаря многие бонские тексты не понять. Существует их сейчас 3 или 4 в современных вариантах. Да, существует шаншунгско-тибетско-китайско-английский словарь даже сейчас. Да, потому что в тексте вдруг встречается, ты читаешь текст, и вдруг встречается что-то написанное, например, тибетскими буквами, абсолютно нечитаемое, и приходится обращаться к этим словарям. Лапонта Дзинамдак знает очень хорошо эти вещи, и да. То есть это для современных бомб абсолютно необходимо это знать. Различные шрифты и вообще словарный запас должен быть шаншунгских слов. Так, сейчас мы подошли к доктринам Яндрумбона. Кратко. Канон Яндрумбона делится на кандюр, который включает учения, данные непосредственно Тампашин Рабом. Ка по-тибетски это слова, дюр это собрание. И он составляет 178 томов в современной редакции. И катен или тендюр, который содержит комментарии различных махасидов, реализованных мастеров прошлого, вплоть почти до настоящего времени, до 19 века, который сейчас составляет 310 томов. Периодически проводится ревизия, потому что иногда находятся тексты, которые были утеряны. Например, когда Лапонта Дзинамдак и предыдущий аббат монастыря Мэндри Сарпа, основанного в изгнании в Индии, создавали куррикулум для обучения монахов, у них было недостаточно текстов, естественно, потому что тексты были оставлены в Тибете, их там уничтожили. И они поехали в Дольпо, это регион Непала, где он был завоеван непальцами во время Гуркха-Тибетской войны в 18 веке. В 18. Вот. И там тибетская культура осталась без изменений. И в монастыре Самлинг они нашли кандюр и тендюр, и нашли также некоторые тексты, которые не вошли, которые были неизвестны в Тибете. Соответственно, они сейчас включены в новое издание кандюра и тендюра. Древние тексты там видно. Вот. Все доктрины Яндрумбона разделяются на 3 пути и 4 раздела. Первый раздел – это путь отречения или понглам, может быть соотнесен с
буддийской сутры имеет два разделения. Доде – это общие дискурсы там Пашинраба на разные всякие разные предметы, и Бумде или Парчин, которые соответствуют более или менее сутрам Парамиты и индийского буддизма. Интересный момент здесь заключается в том, что буддисты всегда обвиняют, индотибетские буддисты всегда обвиняют Бомбу в плагиате, но собрание Бомде в Бонне содержит на 6 томов больше, чем буддийское. Интересно, откуда они взялись. Это во-первых. А во-вторых, Праджня Парамита была найдена Нагарджуной, который известен в Тибете как Лодруб, в Непале. Она была найдена в Хималаях, в границах древней империи Шангшун. Вдобавок, в буддийских источниках не говорится о том, что Будда Шакьямуни когда-либо учил чему-либо нагов. Наоборот, если в традициях Хинаяны, например, в Тераваде, вы хотите принять монашеское посвящение, одним из вопросов, которые вам зададут, будет: а не являетесь вы случайно нагом? Змеем, то есть? Да. Не совсем змеи, это это духи воды, которые могут проявляться как люди, как лошади, по-разному. То есть нагам запрещается, Будда Шакьямуни запрещено принимать монашеские обеты. Поэтому звучит совсем нелогически, почему тексты уровня буддийской сутры вдруг были даны нагам. Вы часом не наг? Да? Сами они распознать не могут, если честно не скажешь. Я не знаю, это, наверное, зависит от учителя. Может, если у кого-то есть ясновидение, они могут распознать. А в чем особенность таких людей? Нагов? Да. Ну, есть... Я могу только с точки зрения Бонна рассказывать. Насчет буддизма я не особо хорошо знаю, как они подразделяют. Есть два главных подразделения. Есть по-тибетски духи воды называются лу. Есть лу и есть лудуд. Дуд, соответственно, второе слово – это демон. То есть есть позитивные наги и есть негативные наги. Позитивные наги, если с ними дружить, они помогают богатству, орошению земли, хорошей погоде, своевременному выпаду осадков и так далее и тому подобное. А лудут, они очень вредные, они насылают болезни, такие как, например, кожные болезни, проказу, ну и, в общем, всякого рода большие неприятности. То есть это вот распознают, как сейчас говорят, токсичный человек, да? Не совсем так, это не люди, это существа. Я имею в виду, вот когда человек приходит, его там говорят: не, мы тебя не учим, По какой-то причине, если возвращаться к Будде Шакьямуни, я не обладаю всеведением, поэтому я не знаю, почему он не хотел учить нагов. Но, Нагарджуна говорится, что он достал эти тексты из измерения нагов. Я поэтому и говорю, что существует несоответствие самой буддийской традиции. У меня вот вопрос был, что какой примерный портрет вот такого человека? То есть вот пришел человек и говорит: я хочу принять там Бон, а ему говорят: ой, извини. А в Бонне нет проблемы, потому что в Бонне Тапашинрап учил этих духов воды, и существует множество нагов бодхисаттв, и в Бонне нет проблем. В буддизме есть проблема, в индийском, индотибетском. В Бонне у нас нет такой проблемы. Поэтому в Бонне учения Бонна давались на всех уровнях Вселенной различным существам, людям, не людям. Есть так называемый Дульшен-друг, 6 учителей, которые проявились в 6 локах, то есть локах богов, полубогов, людей, животных, голодных духов, обитателей ада и существ, которые пребывают в Бордо. Бордо – это промежуточное состояние между рождением, между смертью и перерождением в другой форме. Вот. У нас такая система. Возможно, потому что буддизм исходит из того, что весь мир страдания.
И насколько наги вообще, как существа, которые не являются и не живут в человеческой юдоле, способны воспринять это одно из основных положений? Ну, вообще-то наги, как существа непросветленные и мирские, тоже подвержены страданиям. В бонских текстах у нас есть специальный уровень ритуалов, называется лутор, подношение водяной тормы, подношение водяной тормы нагам, где это делается для того, чтобы их излечить от болезней и вреда, который им наносят люди. Какой вред им наносят люди? Люди наносят вред, например, если мы строим плотины там, гидроэлектрические, выкапывание прудов, заваливание водоемов водой, ну и так далее и тому подобное. Они очень от этого страдают, там сходят с ума и насылают всякие болезни. Поэтому с точки зрения уровня бонопричины, перед тем, как излечить подобного рода болезни, нужно излечить самих нагов. После того, как наги излечены, они больше не посылают этого рода негативные энергии пациенту, тогда ему уже можно давать лекарства. Если сразу давать лекарства, лечение, скорее всего, будет неэффективным. А чтобы определить, какой класс богов или духов наслал болезнь, возможно. Может быть, наслал, а может быть, это и физическое бывает. Делается сначала гадание. Сначала делается гадание доктором, которое выполняется по анализу мочи. Там накладываются 4 палки, которые на стакан или емкость, которые разделяют ее на 9 квадратов мева. Каждый из квадратов соответствует одному из классов, основных классов духов и демонов. И моча взбивается палочкой, и если возникают там определенные формы или пузыри в одном из квадратов, тогда пациента отсылают к ритуальному специалисту, который сначала выполняет ритуалы, а после этого пациента возвращают обратно к доктору, которому уже ему прописывает лекарства. Вот. Так, это мы где? Путь отречения. Второй путь – это путь трансформации дзюдэ, соответствует тантрическим практикам различным. И третий – это путь самоосвобождения или освобождения дролам, который соответствует учениям дзогчен, которые учения дзогчен уникальны и принадлежат традиции Бон и исходят от Тампа Шиндраба. Хотя они сейчас присутствуют практически во всех традициях, не практически, а во всех традициях тибетского буддизма, включая даже Гелупа. Потому что пятый Далай-лама был практиком дзогчена, и существует, кстати, опять Лукхан, рядом с Паталой, храм, посвященный нагам, опять же, в котором целая серия фресок, иллюстрирующих различные аспекты учения дзогчен. Но источник учения дзогчен, несомненно, исходит из традиции Бон. Почему? Есть такой сейчас университет в Индии, в Варанаси, университет высших тибетских исследований. Там обучаются... Нет, в Варанаси. Вот, там обучаются студенты и ламы различных традиций, и между ними идет обмен исследованиями, информациями и так далее. Тоже там присутствуют пандиты, специалисты по санскриту, санскритским текстам, буддийским и индуистским. И вот один из, кстати, лам Гелупа провел огромное исследование сравнительное между 9 путями Пэна и 9 путями традиции Нингма, древней традиции буддийской. Вот, такая вот книга огромная. И когда он подошел к дзогчену, он консультировался с специалистами по санскриту. Они прочесали, насколько они могли, всю существующую буддийскую литературу на санскрите и не нашли ни одного упоминания о дзогчене. То есть есть переводы дзогчена обратно на санскрит или на язык страны Удияна, как Махасанти или Сантимаха. В особенности это мы находим в трудах Лангчемпе.
Но интересный момент то, что он дает титулы санскритских текстов, но когда проводится анализ текстовой, выясняется, что эти титулы переводы с тибетского на санскритский, потому что там с грамматикой плохо. Вот. А вот современный ламаизм, и вот этот институт лам, насколько они глубоко связаны с религией Бон, являются ли они реальными практиками? Ну, ламаизм как институт полностью связан с религией Бон, потому что слово лама это бонское понятие, оно не существует в индийском буддизме. Семантически гуру и лама абсолютно не соответствуют. Я не специалист в санскрите, ты меня поправь, если неправильно. Насколько я понимаю, гуру означает тяжелый, дословно, тяжелый с качествами, да? Тяжелый, но авторитет. Вес. Вес, да, авторитет. Да. А лама означает абсолютно другое. Слово лама составное из двух слов. Ла и ма. Ла это специфическое понятие, которое присутствует только в Боне. Его часто переводят как душа, но это неверно. В Юндрунбоне ла означает кармические следы, накопленные каждым существом в процессе бесконечных перерождений. А ма это мать. То есть лама это, ла это как бы самая сущность нашей личности, которая перерождается из жизни в жизнь. Ма это мать, которая заботится об этой сущности человека. То есть вот это значение слова лама. У гуру есть еще второе, как гу, это тьма, тамас, невежество, ару, устранение этого невежества. Все равно семантически совсем другое. Да. Вот. А что делает этот лама? Ну, ламы бывают различные. Ламы не обязательно являются и буддийскими, занимающимися Юндрунбоном. Или Далай-лама там разъезжает по всему миру, то есть что он делает? Далай-лама в первую очередь это царь Тибета, это не духовный лидер. Ну, политическая фигура. Да, он политическая Но фигура. там же есть внутренняя иерархия. Там есть внутренняя иерархия эзотерическая. У кого? Ну вот то, что стоит за... Далай-лама исторический. Если интересует институт, институт Далай-лам установлен монгольским ханом Алтаном, когда монголы вторглись в Тибет. Вся линия Далай-лам, вся линия ведет свое начало от первого ученика Цанкапы, который понятия не имел, что он является Далай-ламой. Ни он, ни последующие Далай-лама не знали, что они были Далай-ламы, они были объявлены Далай-ламами посмертно. Третий Далай-лама и четвертый были монголы, племянник и внук, по-моему, Алтан-хана. Только пятый Далай-лама был тибетец. Это вся система абсолютно монгольская. И сам титул Далай-лама, Далай означает по-монгольски внутреннее море или океан. Это относится к озеру Байкал. Понятно. Вот. К Бену это никакого отношения абсолютно не имеет. Это политический стиль. Монголы, они же исповедовали так называемую черную веру. Я к этому сейчас как раз вернусь. А то мы не успеем. Ну, да. Сколько у меня времени-то осталось? У меня времени не осталось, оказывается, да? Который час? Ну, поэтому лучше, что это вопросы. Да, вопросы. Я вам быстро... Ну вот вопрос по связи религии Бон и черной веры монголов. Окей. Черная вера монголов это Бон-Ургел, о котором я... Это давно, да? Ну, это первая, которая древняя. Да, она принадлежит... изначально это традиция принадлежала к доисторическому Бону, но на данный момент это смешанный Бон, потому что когда буддизм пришел в Бурятию из Монголии, особенно в восточных регионах, например, в Хэженге, там есть такой интересный конгломерат, называется Бо-лама. То есть это они совмещают практики и ритуалы религии Бо-Мургел с тибетским буддизмом традиции Гелукпа. То есть они начинают с призывания Ваджрапани и Бодхисаттвы и заканчивают жертвоприношением черного барана, например. То есть вот так. А изначально, да, Бо
этимологически записывалось как Бо-О-О-Н. То есть это действительно была традиция Бона. В более позднем произношении это «н» конечное отвалилось, и осталось «бо». Мургел означает религия просто. «Бо» – это религия Бо. И вот в этой книге 900 страниц я как раз сравниваю Бон и Мургел и различные связанные темы. То есть основной целью этого исследования являлось доказать, что Юндренбон, который исходит от Будды Тампа-Шинраба, не является шаманистским и не использует кровавые жертвоприношения. Кстати, кровавые жертвоприношения используются и буддистами в Непале. Есть такой бодхисаттва в Катманду, Бонгаде. Ему каждый год колесницу с ним возят по улицам Катманду и делают различные ритуалы. Ритуалы проводятся буддистскими священниками. Тем не менее, во время этого ритуала в жертву приносится 33 животных. Да, буддистскими ламами. Вот. И как раз я вот это зачитаю по этому вопросу, потому что это интересно, объясняет, каким образом жертвоприношение практикуется и буддистами, и поэтому обвинять как-то бомба в них абсолютно не имеет никакого смысла, потому что такая интеграция верований и ритуалов более низкого порядка с более высоким учением, она присутствует везде в мире. Включая в России у нас, потому что, например, у нас присутствовал оленей культ на севере России, и когда христианским церквям в определенные дни выходили олени, их приносили в жертву. А это еще относится к культу оленя, который тоже принадлежит к традиции доисторического плана. Мы это находим в Тибете, находили. Вот еще вопрос есть по поводу свастики, которая противочасовая, да? То есть обычно же это рассматривается как движение как бы по циклам вместе с природой, а контрдвижение предполагает сворачивание мира обратно в точку начала творения. То есть это буквально как бы засасывание как бы мира обратно в черную дыру, из которой оно возникает. Нет, в Боне это возвращение к изначальному состоянию, потому что с точки зрения космологии Бона все видимое, что мы сейчас видим и воспринимаем, это голограмма, грубо говоря, которая возникает из изначального состояния. Наше страдание заключается в том, что мы застряли в двойственном видении и воспринимаем вещи, предметы, людей как что-то, находящееся за пределами нашего собственного изначального состояния, что и есть неведение. Поэтому свастика символизирует возвращение к этой истинной природе ума, и когда подобная реализация достигается, это и есть высшая реализация Юндренбона и выход за пределы страданий. Но она через негатив идет? Нет, почему? Ну, потому что, я так понял, движение идет, вот как вы временные циклы говорили, что... Время относительно. Время, мы живем во времени, а Будды не существует. Будда существует за пределами времени и пространства. Если даже элементарно посмотреть в квантовую механику, уже даже можно... Да как раз и обратное движение свастики – это тоже символ движения против, собственно, времени. Еще вдобавок нет. Есть еще одна интерпретация, потому что мы можем наблюдать два движения Солнца. Одно каждодневное вращение Солнца, а второе так называемая орбита эклиптическая. То есть Солнце, если наблюдать Солнце с Земли, с геопозиции, оно проходит круг против часовой стрелки в течение года. Это может быть, по-моему, может быть, я не прав, но это по-моему, можно наблюдать на Северном полюсе. Вот. Ну мы-то субъективно как это воспринимаем? То есть сначала от хорошего к плохому, да, как? То есть, несмотря на то, что мы движемся, грубо говоря, к какой-то изначальности, которая является благом, мы, тем не менее, это движение
воспринимаем как страдание, которое нарастает по мере приближения к цели. Нет, если вы приближаетесь к цели, у вас страдания должны уменьшаться, не нарастать. Ну, грубо говоря, вот человек, как профан, не знаю, как сказать, а в обычном состоянии, в текущем, он в каждый раз в более сложной и сложной ситуации оказывается для него. Он оказывается в более сложной и сложной ситуации, только если он следует за мыслями, то есть следует за своим умом. Проблема заключается в том, что мы все следуем мыслям, и мысли нас путают и уводят от реальности. Вот в чем проблема. То есть мы создаем концепции, идеи о вещах, событиях, людях и так далее, которые не соответствуют реальности. И из-за этого мы страдаем. Ну, то есть здесь есть вот такой, правильно я его просто понял, вот эту, грубо говоря, диспозицию. То есть мы вроде бы находимся каждый раз в точке все ближе и ближе к какому-то благу, но каждый раз нам это все, грубо говоря, сложнее сделать прыжок, чтобы все воспринимать таким образом. Каждый человек может находиться в точке более приближенной к состоянию Будды, если он занимается определенной практикой. Если говорить об общем населении Земли, это абсолютно противоположно. Потому что что такое самсара или корва по-тибетски, в которой мы находимся? Корва – это круговорот. Это нескончаемое вращение рождений, смертей и страданий. Выход от него с точки зрения доктрин Юндрумбона и буддизма – это возвращение к изначальному состоянию, которое является источником. Он не плохой и не хороший. И из него возникают все благие явления и все негативные явления. Наша проблема заключается в том, что мы следуем. Даже если мы следуем хорошим и благим явлениям, мы все равно не сможем вернуться в это изначальное состояние. Это является, грубо говоря, такой, в общем, доктриной Дзогчена и основной подоплекой большинства учений буддизма. Ну, вот вы упоминали, что, может быть, исток традиции, он где-то в области Ирана там содержится. Не Ирана, а Памира. Ну, Памира, да. Мгм. Ну, вот Кузнецов тот же, я вот читал его работу, он об этом пишет. Вот, и здесь можно проследить, насколько я понимаю, некоторую связь с древним учением зирванизма. Да. Зирван, да? То есть зирван – это как бы вот время вечность, которое существует как раз, вот как вы только что сказали, до разделения на свет и тьму, на появление как бы благого бога Ахура Мазды, да, и Ахура. Это два света и тьма, они являются лишь проекциями вот этого высшего как бы зирвана. Да, это интересно. Этот зирван, он и есть вот этот источник. В Бонне это не совсем так. У меня здесь вот целое есть отделение по Кузнецову, и как раз по этому вопросу, насчет Зирвана. Дело в том, что есть внешние похожести, как не знаю, как сказать, между Бонном, определенными аспектами Бонна и зороастризмом, зороанизмом и так далее. Они проистекают не из основополагающих моментов учений как таковых, а из общей культуры, в которых эти учения развились, прото-индоиранской. Вот. В Бонне мы не найдем никаких параллелей практически ни с какими божествами зороанизма, зороастризма и так далее. За исключением, пожалуй, как они называются-то? Асуры? Нет, с головы вылетело, бывает. Ну, сама модель вот, космологическая, она же похожа. Там какие-то были языческие элементы, вы имеете в виду изначально? Изначальные культурные элементы похожи, да. И общий принцип богов тьмы и богов света – это та же самая культурная религиозная матрица описания самсары, грубо говоря. Она одинаковая, разные названия, но сам принцип и методы, как выйти за пределы, они отличаются. Самсара – это вот борьба вот этого света и тьмы, по сути, да? Нет, самсара – это перерождение нашего ума в различных формах, бесконечных.
которые определяются Ну, которые суммой могут наших быть действий. и благими, и злыми, да? Благими и злыми Да. различными. То, что создает Понятно. кармы. То, что создает Да. Может быть, мы кармы, вернемся получается. и последовательно дослушаем, потому что я так понимаю, что столь редкий гость у нас. Давай, Да, что? меня Дмитрий, последний вот вопрос. смотри, такой вопрос, потом нужно перерыв будет Перерыв, сделать. Вообще, это самое, все-таки для чайников, еще раз, концентрированно, ты частично это сказал, но все-таки концентрированное отличие Бёна от буддизма. Вот очень общее. Это раз. И Мгм. два. Отлично. Я понимаю, что в индуизме получается как таковой эскатологии в христианском понимании нет, потому что есть циклы. Да? Да. Но вот описание как бы завершения цикла, вот, переходного этапа к следующему циклу, вот в чем опять-таки отличие Бёна от обычного индуизма и буддизма? Очень мало отличия, потому что, как я же и сказал, культурная матрица и космология чрезвычайно похожи. Бен не отрицает учение вед, например, поэтому. И в этом плане большой разницы нет. В космологии нет большой разницы. Разница между Беном и буддизмом, индийским буддизмом, потому что буддизмы бывают разные. Если мы говорим о Тибете, мы говорим о индотибетском буддизме. То есть, если мы говорим об индийском буддизме, он в основном представлен в данный момент традицией Теравады. Или более широкие, там были разные школы, это бы называлась традиция Хинаяны, Малая колесница. Это учения, которые были непосредственно даны самим Буддой Шакьямуни. Отличие между Шакьямуни и Тампашендравом заключается в том, что Шакьямуни только давал учение сутр. Когда сутры Хинаяны в основном, потому что Махаяна, если вы читаете сутры Махаяны, Будда там ничего не говорит. Это в основном или Шарипутра, или Ананда, или один из учеников, или какая-то просветленная женщина, которая дает дискурс. Будда Шакьямуни в конце текста говорит: хорошо сказано, сын благой семьи. Все. Но это сложный вопрос, потому что Юндрунбон, полное название, это Юндрунбон Великой Колесницы. Тек-чен, тек – это колесница, чен – великая, Юндрунбон. Весь Юндрунбон – это Махаяна. Принимая во внимание, что Юндрунбон развивался в западной части Тибета и тоже в Кашмире, в Афганистане, стране Удияна и так далее. У меня, я не знаю, это, конечно, доказать, но у меня есть такое подозрение, что учения Махаяны попали в буддизм в Индии посредством Бона, потому что в бонских текстах говорится, что Бон был переведен на 360 языков Евразии, Дзамбулинга, и, соответственно, он был переведен тоже на санскрит. Есть целый цикл Джагар Бонкор, цикл учений Юндрунбона на санскрите. Он был переведен учеником Падмасамбхавы, переводчиком Бэроцана из Пагора, санскрита на тибетский в Тибете. Вот. На санскрите тоже разговаривали в районе горы Кайлаш. Поэтому говорю, это абсолютно вот связанное поле. Если говорить о тантре вообще, так это вот как раз покажу вам. Да, вот то, что называют ваджраяной, как это вписывается тогда вот в эту классификацию учения? Сейчас, где мы? Если можно, я тогда вам быстро прочитаю это общую структуру. Общая структура Бона, Юндрунбона, это 9 путей, основная система организации. Она символизируется в стране Уолмалунрин, которую мы уже видели, пирамидой 9 свастик. И эти 9 путей разделяются на два главных раздела. 4 пути причины и 5 путей плода. Вот. В путях причины мы находим в основном методы работы с обстоятельствами повседневной жизни, улучшения жизни, работы с разными проблемами. Так, например, первый путь Чешентекпа
путь предсказания. Он содержит методы гадания, астрологии, ритуалы, медицины, диагностики и лечения и терапии. Наншень Тэмпа, путь космической гармонии, содержит, ну, как вы видите, призывание богов, ритуалы изгнания злых духов, ритуалы выкупа и подавления негативных сущностей. Ритуалы выкупа равного обмена – это когда вместо, например, когда выяснено, что человек одержим, например, злым духом или болезнь наслана злым духом или каким-то классом богов, ему дается выкуп вместо человека. В Бурятии, кстати, это тоже присутствует, в Боморгеле, но поскольку это не буддийская традиция, они или дают другого человека, называется хун-долё. Хун – это человек, долё – это ритуал выкупа. Или переводят стрелки на кого-то с помощью магии, или находят, или используют, например, приносят в жертву барана и так далее. В Шумере был такой ритуал в древнем. Это вообще очень распространенный ритуал, поэтому в этой книге как бы я пришел к выводу, что существовало, я это грубо назвал, доисторический бон Евразии, потому что это просто такая ярлык, потому что подобные традиции существовали везде. Их можно найти в Ветхом Завете, например, даже. Это была какая-то универсальная система практик и ритуалов древних, которая просматривается даже вот в более современных религиях. Вот. Это ритуал равного обмена. Потом были ритуалы для различного класса умиротворения различного класса богов и духов. Трушен Тыкпа – метод магической силы, метод защиты от защиты негативности. От забыл поставить, извините. Методы защиты от негативности. Не защита негативности. То есть отвращение с глазов различных ритуалов черной магии. И Сишен Тыкпа – это ритуалы помощи мертвым. 5 путей плода содержит, значит, правила поведения для мирян, правила дисциплины для монахов. И как раз вот на этом уровне правила дисциплины для монахов мы находим ритуалы, о которых мы говорили, Лутор, подношение Торма Нагам. Там есть ритуалы, которые называются 4 щедрости. Утром делается ритуал Сангчо, что это подношение благоуханного дыма. То есть дым является поддержкой для визуализации. Визуализируется подношение бесконечных различных предметов, которые удовлетворяют желания всех существ Вселенной. В полдень делается ритуал подношения воды. Визуализация та же самая, но поддержка является там таких 9 стаканчиков с водой. Потом после 4-5 часов делается подношение сур, сжигается еда в огне с можжевельником и так далее. И последний ритуал Че – это подношение собственного тела, визуализируется собственное тело, которое расчленяется и визуализируется, как оно превращается в различные предметы подношения. Вот это на этом уровне. 7-й Акар Тыкпа – это тантрические учения с акцентом на стадию развития, Черим. Ешен Тыкпа – тантрическое учение с акцентом на стадию завершения, по-тибетски Дзограм. И последнее – это учение Дзогчена, Ламе Тыкпа. То есть это общая структура. Все учения Юндрумбона организованы, это основной тип организации. Здесь вы видите Махасидх Юндрумбона, 4 древних Махасида, они носят короны из 9 конечных ваджр, доджи по-тибетски. 9-конечная ваджра в основном у людей ассоциируется с традицией нингмапа тибетской, но это главное украшение или корона носилась царями Шаншунга и реализованными мастерами Юндрумбона. Она символизирует тот, кто носит эту корону, реализовал 9 путей Бона. А нет отдельно ваджра, картинки ваджра отдельно нет? Нету, извините.
Может быть, где-то у меня в компьютере есть. Можно сказать, что вся эта традиция махасидхов, по сути? Можно так сказать? Нет, потому что есть традиция монахов тоже. Монах может быть махасидой тоже, но Ну да. может и не быть. И многие люди не достигают этого. Сиддха это буквально означает реализованный, совершенный. По-тибетски друп топ. Друп это... Ситхи это Ситхи это способности. сверхъестественные способности, которые... Есть две, в Юндрамбоне два раздела ситха, обычные и сверхъестественные. Обычные это различные там хождения по воде, знания предыдущих рождений и так далее и тому подобное. А высшие ситхи это реализация состояния Будды. Давайте тогда сейчас так сделаем. Давайте сейчас сделаем перерыв на чай. Окей. Все сформулируют еще Вопросы? к тебе, Окей. да? А выделять вообще Ваджраяну, или это является некой частью или одной из ветвей вот этой традиции, я так понимаю, целого конгломерата, смешания каких-то Ну, это- буддизмов? Это сложный вопрос. Вот я как раз вот этот слайд почему-то открыт. Вот Ага. открыт, да? Это на этом слайде вы видите бонских тантрических едамов, божеств. Вот. Если ведутся бесконечные дебаты и обсуждения, что было сначала, индуистская или буддийская тантра. Есть различные точки зрения, это, в общем, долгий вопрос. Но что я могу сказать по этому поводу? Если смотреть на название и формы едамов буддийской тантры, они в основном являются формами Шивы. Пайрава, Ямантака, Тара, ну не только Шива, ну да, в общем, и индуистских божеств. Хайрава даже. Яростный Шива. Вот. А если мы говорим о бонских едамах, они абсолютно другие. У них абсолютно другие формы, у них абсолютно другие мантры, практики и мифы их возникновения. Поэтому сложно сказать. Может быть, Бон является основой и буддийской, и индуистской тантры, я не знаю. Возможно. Ну, то есть выделяется это все-таки как тантрический буддизм и традиция тантры вот в Боне, да? Они вообще как-то, понятно, что классифицировать можно, там, выделять, а вот в практике, в жизни, вот, что вообще собой представляют эти учения? Ну, это огромный вопрос. Да, главным принципом тантры является то, что это путь трансформации. То есть в буддизме и в Боне есть три основные уровня учения. Грубо говоря, будем использовать санскритские имена: сутра, тантра, и в Боне существует дзогчен. Сутра – это путь отречения. То есть если взять пример яда, да, то есть если вот стоит чашка с ядом на столе, что делают адепты сутры? Мы его отодвигаем и не будем никогда трогать. Под ядом подразумеваются эмоции и разные состояния ума. Вот. Если чашку яда видит тантрист, он говорит, и это не отрава, а лекарство, если знать, как его использовать. Его можно трансформировать в лекарство. Если чашку яда видит практик дзогчен, он говорит, оставь, не трогай его, и никаких проблем у вас не будет. Три разных отношения. Вот так обобщенно, очень просто. Поэтому тантра является путем трансформации, но это очень сложные методы, в которые включена ритуальная магия и множество побочных практик. Но основа бонской и буддийской практики основывается на практике трех созерцаний. Первое созерцание – это состояние созерцания пустоты или изначального состояния. В зависимости от различных тантр пустота интерпретируется или с позиции матьямики, или читтаматры. Раньше позволялось в Тибете. На данный момент это в основном только матьямика. А в Боне бонская тантра отличается от буддийской, потому что пустота на этом уровне трех созерцаний, она рассматривается только с точки зрения дзогчена. Потом вторая медитация – это медитация сострадания, то есть реализация того, что все живые существа страдают, но тем не менее является
в своей сущности манифестациями пустоты. А третья медитация – это медитация на семенном слоге, который является объединением объединением пустоты с состоянием сострадания. Это как бы материал, из которого строится едам и тантры, вот как дом строится там из кирпичей. Без этих трех созерцаний ни буддийской, ни бонской тантры нет. В индуистской тантре этих созерцаний нет, поэтому коренное различие заключается в подоплеке. И даже если формы могут выглядеть похоже, реализация достигается совсем другая. Их нельзя сравнивать. А насколько географически там вот, ну, локально разнесены учителя и самки сами, ну, Бонские? да, бонские и буддистские? То есть насколько между ними какой-то раздел стоит? Понятно. В общем, в 8 веке, когда привнесли в буддизм при царе Тресонгдицане, по причине непонимания различных течений Бона, Бон был объявлен черной верой, которая делает кровавое жертвоприношение, запрещен. И, собственно говоря, правительство Тресонгдицана начало культурную революцию и геноцид. Они сожгли все бонские писания, уничтожили бонские храмы, статуи и так далее и тому подобное. И бонским священникам было дано, это исторически зафиксировано в документах, 3 выбора: обратиться в буддизм, уйти в изгнание за 4 предела Тибета или пить белую воду. Пить белую воду – это способ суицида в Тибете. Это когда ты пьешь столько воды, что у тебя лопаются почки. Вот. Ну, то есть здесь сострадание далось бы. Вот, я к чему говорю, буддизм в Тибет привносился не методами сострадания. В Китае, например, если смотреть соседний Китай, там интеграция буддизма с местной культурой, с таоизмом прошла относительно мирно. Но в Тибете буддизм был привнесен не из религиозных или духовных соображений, а из политических, потому что Тресонгдицан хотел установить себя как неограниченного монарха. До этого тибетская политическая система основывалась на 3 столпах. Это Бön, как официальная религия, бонские жрецы и император. Соответственно, у бонских жрецов, поскольку они были кураторами бонской религии, было 2/3 власти в стране. Вот. И Тресонгдицан и его партия устроили культурную революцию. Это император? Да. То есть Бон потом ушел как бы в подполье? Не совсем. Бон остался в некоторых регионах, потому что, например, в Западном Тибете, в стране Шаншун, когда тибетские войска вторглись в Шаншун, они убили последнего тибетского шаншунского императора Лингминчу. Но у Лингминчи был очень могущественный тантрический практик, который практиковал вот этого идама, Шаншун Мэри. Вот. И жена императора пришла к этому Махасидху и пожаловалась. Типа, сказала, что вот убили царя, захватили страну, и, пожалуйста, примите меры. Он принял. То есть он принял не самые жесткие меры, он атаковал только Тресонгдицана, потому что были 3 раздела практики. Можно было уничтожить весь Тибет, уничтожить определенные части Тибета или уничтожить только императора. Вот. Он сказал, тибетский народ в этом не виноват, это политическая система, короче, нужно убрать императора. Он сделал ритуал и бросил так называемое, есть в этой тантрической практике есть практика магической бомбы, по-тибетски называется дзо, или ракеты, грубо говоря. То есть в детали я не буду вдаваться, потому что я это не практикую тоже. Но, так сказать, общем говоря, собирается ячейрок золота, на него начитываются деструктивные мантры, и оно бросается по направлению туда, где живет этот человек. Вот.
Этот мастер был также еще мастером дзогчена, кстати, Шэньшэнь Нинджа, одной из самой древней традиций дзогчена, существующей до сих пор на Земле. Его звали Гуру Бнажер Лопо. Вот он бросил эту бомбу, она ударила... Сначала он промазал, он 3 раза бросал, сначала он промазал, он попал в гору, и, одну гору абсолютно снесло, потом он попал еще в какое-то место и там поранил 7 оленей, в 3-й раз он попал в императорский дворец, и дворец загорелся, и император заболел. Император понял, что откуда пришла магия, и он послал отделение военных своих, чтобы найти этого Махасиду и попросить у него прощения, и попросить, чтобы он забрал обратно магию. На что Нанджер Лопо согласился при условии, что все 360 видов бона, которые он и его линия практики практикуют, останутся, не будут преследоваться, что император даст золото по весу императора Шаншунга для погребальных ритуалов, и что сам Нанджер Лопо и все его потомки будут иметь право стоять в присутствии царя и не носить шапку. Вот, поэтому в Западном Тибете бон сохранился в неизменной форме до X века. После развала Тибетской империи, когда убили царя Ландарму, настоятеля Нимапинского монастыря, убил тибетского императора, потому что тот преследовал монастыри коррумпировались, то есть там была ужасная система, когда каждому монаху было выделено 7 семей, и они должны были поить и кормить всех этих монахов, и вдобавок предыдущий император Ральпачен поставил министрами буддийских монахов, которые развалили экономику. В итоге этого Ральпачена убили и поставили его брата Ландарму. И буддийские монахи, конечно, на него имели зубы. Вот один из этих настоятелей этого монастыря убил его, что, собственно говоря, это был момент, когда закончилась независимость Тибета. Тибет раздробился, и с этого момента всегда им или управляли, или он был всегда вассалом каких-то других государств, монголов, китайцев. Это в X век? А магическая атака на императора это 8-й? 8-й, да. 8-й. И тогда часть королевской семьи ушла в Западный Тибет, и был такой царь Хлалама Яшио, с помощью которого вошла новая волна буддизма с школы Сарма, Чидар, по-тибетски называется, новые переводы тантры из Индии через Западный Тибет, через Шаншун в Тибет. Вот он как раз преследовал Бомпо очень круто. Недавно нашли исторические документы, в которых написано, один из его министров, буддист тоже, они буддисты все, написал следующее. Я не цитирую, а просто говорю, что было написано. Какой прекрасный день. Сегодня мы сошли 5000 Бомпо со всеми их книгами и домами. Какой прекрасный день для Будды Дхармы. Прям как какой-то маджахет звучит. Да, это прямо Islamic State, как-то исламское государство или Талибан. Это какой-то момент возрождения Бона был в Тибете, или вот это такое... Возрождение Бона началось в XIV веке, когда вот был Нямешир Абджалцин, которого мы видели на древе прибежища. Постепенно Бон возродился в Центральном Тибете и в Восточном Тибете особенно. Тоже это связано с двумя традициями, с Юндрен Боном и с Новым Боном. Новый Бон, открывались эти скрытые тексты. Новый Бон, там как бы у них основной объект прибежища Гуру Падмасамбхава, буддийский, потому что в Новом Боне практика Бона смешана с практикой вот этой школы Нигма. Но в плане доктрин они следуют Канджуру и Тенджуру Бонскому, то есть собранию доктринальных текстов Бона. Их практики отличаются, но их подоплека та же самая. Так, а доктринальные тексты, если они все были сожжены, они как-то
в локальных местах. Доктринальные тексты были не все сожжены, потому что их унесли, многие ламы унесли их за пределы Тибета. Они были спрятаны везде, в Тибете, в Бутане. Например, первая терма была открыта тоже, и интересный этот момент, потому что у буддистов всегда говорится, что Тертон, открыватели текстов, это эманации Будды или Падмасамбхавы, а в Боне это, например, первая терма была открыта непальскими ворами, которые пришли в Тибет в поисках золота. Они пришли в первый буддийский монастырь Самье и дали взятку хранителю, который их пустил вовнутрь храма. Они там рыскали, чтобы взять, что не так лежит, и увидели, что у одной из центральных статуй Будды Варачаны выпал кирпич сзади. А они вытащили этот кирпич, второй, третий, и нашли там, внутри увидели кожаные мешки, 3 кожаных мешка. Они взяли и убежали. Потом открыли и нашли, что эти мешки были полны бонских текстов. Они пытались их продать буддистам, потому что они не понимали, что это такое. Буддисты открыли, говорят, это не наше, это бонское, заберите отсюда. В итоге они стали голодать и в какой-то деревне продали все одному бонскому мастеру. Вот это первая бонская терма. Потом пастухи находили, охотники разные. То есть это как бы, с моей точки зрения, заслуживает больше доверия. Потому что если смотреть на буддийские термы, там часто политическая подоплека. Там есть такой раздел Лунтен, который называется пророчество, но они почему-то всегда о прошлом. То есть это интерпретация истории прошлого с точки зрения идеологических воззрений политических буддийской партии. А с чем связана все-таки такая вот агрессивность буддизма по отношению к Это не бонцам? агрессивность буддизма, это просто вот о чем мы говорили в перерыве. Это в любой религии есть. Это просто когда религия используется в политических целях. Дима, а как же тогда как же с Падмасамбхавой тогда вот? Ведь он же участвовал, он же прямое участие принимал в таком случае. Нет никаких. Когда он был призван нарочно для того, чтобы Падмасамбхава был признан распространять буддизм. Он пришел и сделал то, что было нужно. Кстати, а с кем он там сражался в таком случае? Кто это был? Это были соревнования в магических силах. Они на самом деле вполне нормальны не только между буддистами, но и между, например, жрецами тамангов и гурунгов. Они все время происходят. Кто выше перелетит и так далее. Ничего особенного. Да, это... Дело в том, что, например, даже учеников Падмасамбхавы буддийское правительство преследовало, потому что когда они принесли Дзогчен, Вемаламитра был изгнан из Тибета буддистами, был изгнан буддийской партией. Он был буддист. То есть там темное дело. А вот если вернуться к Бону, то вот там появляется такая символика черного яйца. Из этого черного яйца рождается некий человек, состоящий из черного света. Да. А есть еще белое яйцо. Да, есть. Вот смысл вот этих вот... Это один из космогонических мифов. Их такое множество, они там с разными вариациями отличаются. Смысл в том, что, грубо говоря, мы воспринимаем мир в дуалистических понятиях. Это просто иллюстрация того, как проявляется Вселенная. Объяснение в рамках того культурного окружения, которое и представления людей, которые были на то время. Ну а черный свет это что? Черный свет представляет негативные эмоции, болезни. И вот так прямо так настолько приземленно? А? Ну это слишком приземленные эмоции. Он представляет... То есть, может быть, это какая-то фундаментальная сила, которая лежит в основании? Да, за этим стоит с точки зрения путей причин, если рассматривать эту мифологию. Мебун Напо, такое божество, то есть демон небесный, от которого исходят убийцы и подобного рода всякие разные человеческие тоже типы людей, которые негативные. Ну, тут просто момент, что обычно в космогониях древних есть одно яйцо, например, орфическое яйцо, да, там. Да. А здесь их два, белое и черное. Это, насколько мне известно, как бы нигде больше не встречается. Ну, во-первых, эти два яйца появляются из другого яйца, которое одно. И они различных форм. То есть, например, я никогда не видел треугольных яиц, а в бонских текстах говорится одно яйцо треугольное, другое может быть квадратное или полукруглое и так далее. То есть
термин яйцо используется весьма... Ну, то есть все равно свободно. одно яйцо там есть, да? Да. Начало всегда одно. Мгм. Юндрамбоне. Если рассматривать доисторический бон, то там другие дела. Там... Остались какие-нибудь свидетельства письменные о доисторическом боне? Насколько доисторические, я так понимаю, до 8 века, да? Да. Есть в коллекции Дуньхуаня есть несколько текстов на языке шаншунга и на каких-то других языках, которые еще не расшифровали бонским. Проблема заключается вот в чем здесь. Потому что тибетологи считают, что бон не существовал до 8 века, поскольку нет письменных источников. Вот я вам быстро покажу. Вот наскальные рисунки из Гильгита и Ладакха. Некоторые из них датированы 1 веком нашей эры. Они соответствуют описаниям Бомпо-ступ, который называют Чертем по-тибетски, практически на 100%. Вот. Это специфическая форма бонской ступы. Если вы знаете, как выглядят ступы в Индии, они абсолютно другой формы. Вот, например, и иллюстрации цветные здесь, это формы бонских ступ, которые на основе описаний, найденных в самой развернутой биографии Тампа-Шинрапа, Зебджи. Вот слева эти наскальные рисунки с бонскими свастиками, с надписями и так далее, которые датируются от 1 до 5-6 веков, то есть до имперский период, до Сронцана Гампо и Трисона Дюцена. И вот эти вот ступы, конкретно симвология, все здесь одинаково. То есть такие источники и есть. Но поскольку были уничтожены тексты, то есть говорится, что тибетская письменность была придумана Тумисамботой во времена Сронцена Гампо на основе индийской письменности. Но тогда, извините, каким образом эти необразованные черные бомпу-шаманы, которые призывают злых духов, создали такое количество текстов в своей традиции меньше, чем за 100 лет, за 70, чтобы их можно было сжигать и уничтожать днями и днями и днями, костры горели. Откуда они взяли? Нам Канарбу четко показывает, что тибетские письменные системы, есть два основных скрипка, которыми тибетский язык записывается. Учен, как это перевести, скрипт с шапкой или с головой и без шапки. Они основаны на алфавитах Шаншунга, которые мы ранее рассматривали. Это несомненно так. Потому что если рассматривать, как развивалась письменность, это так. Но тут еще идеологический момент, потому что, например, большинство исследователей, которые исследуют тибетскую культуру, я не знаю, в России, в Западной Академии, они спонсируются большими буддийскими организациями Далай-ламы, Дзонса Кинце и так далее, у которых спонсоры мультимиллионеры. У них, соответственно, есть своя идеологическая подоплека, и многие из этих академиков в Западной Академии не разрешается быть практиком религии, практиковать и изучать. Вот. Но, поскольку я многих из них знаю, 60-70% из них практикующие буддисты, что они скрывают. У них есть свои ламы, у этих лам своя, как по-русски сказать, свои истории и взгляды по поводу Бона, которые извлечены из вот этого текста ламы Дригун, который я ранее показал. У них такие представления о Боне, которые передаются из поколения в поколение, а в ламаизме и особенно в тантрическом буддизме, то есть положение ламы таково, что если лама говорит что-то, и ты действительно там стал учеником, тебе нельзя его оспаривать. Давайте скажу спасибо. Да. Просто грандиозная картина. Вот. Жалко, что мы, видимо, не сможем тебя увидеть в ближайшее время еще раз, но когда будешь в Питере... То... Ну вот откроют опять всех и как-нибудь приедем. Да, нет, потому что это, конечно, бесконечная тема, ее надо разворачивать.